Здравствуйте, уважаемые телезрители, это телепередача «Социальный адвокат». Наш сегодняшний выпуск будет приурочен ко Дню Конституции Чеченской Республики, ну а в гостях у нас судья Верховного суда Чеченской Республики Арсен Мирзаев, Турко. Здравствуйте, Турко. Рада вас приветствовать сегодня у нас в студии. Турко, сегодня мы с вами собрались по знаменательному поводу. Этот повод – День Конституции Чеченской Республики, который была принята в 2003 году, 23 марта. В первую очередь я, конечно же, хотел поздравить наших телезрителей, граждан Чеченской Республики с принятием столь важного закона. И думаю, что вы тоже хотели бы поздравить в начале граждан нашей республики. Спасибо за предоставленную возможность. Действительно, день принятия Конституции – это начало отсчета возобновления нашей республики нормальной жизни, когда начали действовать и торжествовать законы. Поэтому я с удовольствием принимаю ваше предложение и от имени судейского сообщества республики хочу поздравить всех жителей республики с этой знаменательной датой. Хочу, чтобы люди всегда жили под эгидой закона, чтобы этот закон их защищал и давал им возможность нормального человеческого существования. Но и переходя от поздравительной части нашей сегодняшней беседы, конечно же, хотелось бы провести небольшой экскурс в историю, как это все было и как зарождался столь значимый закон для нашей республики. Восстановление государственности Чеченской Республики напрямую связано с деятельностью первого президента Чеченской Республики Ахмадхаджи Кадырова. Это был человек, который принял на себя всю тяжесть того тяжелого периода, и благодаря которому в столь короткие исторические сроки был решен вопрос восстановления государственности Чеченской Республики. Тем отправным моментом, я думаю, надо считать состоявшийся по инициативе Ахмадхаджи съезд народов Чеченской Республики в Гудермесе 11 декабря 2002 года. На этом съезде участники съезда обратились от имени чеченского народа к президенту Российской Федерации с просьбой принять меры по восстановлению органов государственной власти Чеченской Республики с просьбой оказания содействия проведения референдума чеченского народа о вхождении в состав Чеченской Республики в Федерацию Российскую и выборах органов власти республики. Надо дать должное президенту России Владимиру Владимировичу Путину. Он с пониманием отнесся к ситуации в республике, к обращению народа. И буквально на второй день были изданы указы, которые явились правовой основой проведения в республике референдума о Конституции Чеченской Республики, о выборах президента Чеченской Республики и о выборах парламента Чеченской Республики. И 23 февраля был проведен референдум. В его проведении, несмотря на то, что это был действительно тяжелый период, даже жизни угрожающий, можно сказать, я помню эту процедуру. Действительно, с опасностью для жизни люди провели все возможные, невозможные формальные, неформальные действия для того, чтобы референдум состоялся. И действительно, уставшие от войн, от правового беспредела в республике, люди высказались за то, чтобы оставаться в составе России и принять вариант Конституции. Надо сказать, что рассматривалось более 10 вариантов Конституции. Не то ли 11, то ли 12. Из них разные, да, существуют? Да, разные. Участвовали и общественные организации, и государственные структуры, и силовые структуры, правоохранительные органы. Участвовали, учитывались пожелания, рекомендации. Поэтому для того, чтобы как-то дать возможность высказать каждому, кто заинтересован в этом процессе, и в том числе и оппозиционные силы, была предоставлена такая возможность свыше 10 проектов Конституции. И была принята Конституция, которая разрабатывалась командой Ахмадхаджи. Эта Конституция успешно справилась со своей задачей.
По этой Конституции были проведены выборы главы президента Чеченской Республики, да, выборы в парламент. И поэтому, но время идет, поэтому после произошедших в республике позитивных изменений возникла необходимость обновления содержания Конституции с учетом реалий. И в 2007 году был принят новый вариант Конституции. С момента принятия Конституции Чеченской Республики на референдуме 23 марта 2003 года прошло 12 лет. Это было время больших свершений, воссоздания государственных и муниципальных структур, установления мира и стабильности в обществе и возвращения региона в единое конституционное поле российского государства. Принятие Конституции Чеченской Республики, проведение референдума, на основе которого она была принята, это не просто некое новое политическое действие, которое определило и закончило формирование российского государства в целом. Это, помимо всего прочего, это новейший этап, новейшая веха, новейшая страница в истории самого чеченского народа. Вот. Формирование государственности чеченского народа на конституционных принципах, завершение формирования федеративного государства в лице России было возможно благодаря взаимному доверию двух национальных лидеров на федеральном уровне. Это Владимир Путин, на региональном уровне это был первый президент Чеченской Республики, герой России Ахмад Хаджи Кадыров и нынешний глава Чеченской Республики, его сын и верный соратник Рамзан Ахматович Кадыров. Принятие Конституции было непростым шагом, и в первую очередь это обусловлено тем, что она принималась в условиях проведения контртеррористической операции и частых угроз в адрес тех, кто принимал участие в принятии и формировании столь значимого закона. Шла война, давай вещи называть своими именами, вот, похищали людей, вот, бессудные расстрелы, убивали людей. Убивали просто так, убивали тех, кто обучает детей в школе, учителей, убивали имамов, убивали работников милиции, которые ценой своей жизни, рискуя своей жизнью и здоровьем, стояли, обеспечивали безопасность наших жителей. Вот такое было смутное, опасное время. Но и чеченоговорящие люди, вот, в кавычках, вот такие патриоты, вот, которые убежали отсюда с момента произведения первых же выстрелов. И они, конечно же, тоже вместо того, чтобы помогать, мешали. Вот, не помогали, а мешали тому процессу. Сегодня Чеченская Республика представляет собой динамично развивающийся регион с четко отлаженной системой государственного управления, которая функционирует на основе законодательства Российской Федерации, и данный принцип нашел свое отражение в Конституции Чеченской Республики, принятие которой было бы невозможно без воли чеченского народа и его первого президента Ахмад Хаджи Кадырова. Он был талантливым политиком, который принимал значимость Конституции как закона, призванного сплотить чеченский народ. Ну, собственно говоря, переходя из истории в современность, вот как сегодня Конституция отвечает реалиям и нужны ли какие-либо изменения с условием современных экономических и социальных тенденций? Вот Институт конституционного законодательства имеет давнюю историю. Во всех цивилизованных странах есть, будь то Конституция или устав государства. И согласно этим основополагающим законодательным актам формируются и принимаются все иные законы. В Конституции, допустим, если взять нашу чеченскую конституцию, в ней 112 статей. В Конституции Российской Федерации 137. По количеству статей небольшая разница. И вот в этих 112 статьях Чеченской Конституции заложены основы того законодательства в сфере, допустим, образования, здравоохранения, социальной политики, местного самоуправления, деятельности правоохранительных органов, поведения граждан, охрана их законных прав и интересов. Это все заложено. И на основании тех принципов
и основ этих видов законодательств принимаются уже соответствующие акты, соответствующие законы той республики, того субъекта федерации. Поэтому значение Конституции здесь непререкаемо, будь то для самой федерации или для субъекта этой федерации. Поскольку без Конституции нет основания и основ для издания других законов, по которым должно жить любое человеческое сообщество, желающее двигаться в прогрессивном направлении. А скажите, вот как бы парадоксально звучит, этот вопрос является дискуссионным на самом деле для части научного сообщества в том числе. Существует Конституция Российской Федерации, да, это как основной закон страны, и существует Конституции республик. Вот как бы у нас Конституция, слово само ассоциируется с чем-то одним, с чем-то сплачивающим вокруг себя остальное. Вот в этом отношении какая-то проблематика существует, в частности того, что есть Конституция, допустим, Российской Федерации, есть федеральная Конституция, как они между собой взаимодействуют и как Конституции дополняют себя. В огромном нашем мире на сегодняшний день, я имею в виду всех государств земного шара, более 20 федераций на сегодняшний день. Где-то федерация как таковая, где-то конфедерация, но все равно это федерации. И во всех этих государственных образованиях такой принцип построения взаимоотношений. Есть Конституция Федерации, она приоритетная, она главная, и те остальные конституции ни в коей мере не должны противоречить основной главной конституции Федерации. Поэтому, если же в каких-то вопросах конституции субъекта входит противоречие с федеральной, то инициируется процедура устранения этих противоречий. Это порой доходит даже до судебных органов, когда разрешаются вопросы путем рассмотрения судебного заявления. Поэтому приоритет отдается Конституции Федерации. Скажите, вот вопрос, то, что касается поправок, вы его затронули сейчас. Вот на сегодняшний момент какой способ внесения поправок в Конституцию у нас существует и какие органы полномочны вносить такие поправки на уровне субъекта? Вопрос хороший. Для того, чтобы как-то провести аналогию, я опять обратился бы по этому вопросу к Конституции Российской Федерации. Там эта процедура очень сложная. Это, на мой взгляд, сделано и правильно, для того, чтобы такой важный для любого государства документ Конституцию защитить. Для того, чтобы внести изменения, дополнения, поправки к Конституции, там должно инициироваться созыв Конституционного собрания. Это делает Совет Федерации, и там настолько сложная процедура, что просто так, наскоком, абы как такая процедура не проходит. Там должно абсолютное большинство Совета Федерации и парламента проголосовать, чтобы эта процедура прошла. Несколько проще в субъектах Федерации. В субъектах Федерации решение о внесении изменений, поправок, дополнений к Конституции субъекта принимается парламентом. Для этого должно быть положительное решение не менее 2/3 членов парламента. Принятый парламентом закон, после направления его главе республики, глава республики вправе вернуть, не согласившись с ним. И если парламент проявит настойчивость проведения этого закона, во втором рассмотрении парламент должен проголосовать за этот закон не менее 3/4 состава. 3/4 состава. Если предварительное первичное рассмотрение 2/3, то тут уже 3/4. Тогда уже закон считается принятым. Инициировать может внесение поправок, дополнений, изменений в Конституцию, прежде всего, глава республики, председатель правительства республики, скажем так, группа депутатов в составе не менее половины от состава депутатов парламента, а также представители органов местного самоуправления.
А как вы считаете, вот существует несколько мнений по поводу Конституции. Стоит ли вносить в нее поправки, или все-таки Конституция должна быть тем законом, в который поправки не должны быть предусмотрены? Потому что, с одной стороны, внесение изменений в Конституцию может повлечь за собой, мы знаем, какие-то негативные последствия, связанные с определенными политическими процессами в стране. И вот неизменность Конституции, есть такие страны, мы знаем, в которых Конституция существует в первозданном виде, хотя прошло уже много лет с ее создания. Я все равно сторонник того, что Конституция, так же как и жизнь, должна претерпевать изменения. Должна. А те конституции, о которых вы сказали, они в основном декларируют общие принципы, принятые, пожалуй, во всех государствах, поэтому им вносить изменения необходимости как такое не бывает, поскольку само построение Конституции позволяет им, не внося изменения в Конституцию, вносить изменения в те подконституционные акты, и они за счет этого выходят из положения. А у нас более конкретно, поэтому и статей много, и расписано все. Считаю, что ничего в этом нет, и если так публично вносятся поправки, изменения, то народ может контролировать, для чего, с какой целью это делается. И в таких случаях та же Конституция не лишает населения того или иного государства возможности реагировать на те изменения, которые, на его взгляд, будут негативными. Ну, у нас на сегодня все. Я еще раз поздравляю наших телезрителей, поздравляю граждан Чеченской Республики со столь знаменательной датой, с Днем Конституции Чеченской Республики. Пожелаю мирного неба и побольше улыбок, так сказать. Итак, уважаемые телезрители, знайте, защищайте свои права. Спасибо за внимание. До скорых встреч.